Служба 112, третья, слушаю вас. Каждый, кто оказался в сложной ситуации или попал под влияние мошенников, может обратиться в службу 112. Ежедневно обращаются порядка 1500 человек со всех уголков республики. За эти выходные поступило 5 обращений, связанных с мошенничеством. За 9 месяцев этого года совершено порядка 2300 дистанционных хищений. Операторы принимают обращения от граждан, фиксируют их в единой информационной системе, заполняют карточку информационного обмена и направляют ее на реагирование уже непосредственно в отделение полиции для регистрации и также соединяют с управлением по борьбе с дистанционными мошенничествами. Мошенники часто используют манипуляции и страх для достижения своих целей. Аферы продумываются до мельчайших деталей и способны обмануть даже самых бдительных граждан. Основную долю в мошеннических действиях занимают инвестиции, взлом госуслуг или оформление кредита. Я наткнулась на объявление. Там была реклама инвестиционной фирмы, где обещали получить большой доход за короткий период времени, и я поверила и решила взять кредит потребительский, после чего сумму я внесла также на счет брокера, который оказался мошенником, как оказалось. Киберпреступления становятся все более прибыльными для злоумышленников. Заработки исчисляются миллионами. Только за прошлый год ущерб составил почти 1 миллиард рублей. В этом году более 827 миллионов. Киберполиция Якутии стоит на страже закона. Подразделение на сегодняшний день укомплектовано полностью. Наши сотрудники отличились уже в интересных ярких раскрытиях и проводились межгосударственные операции. В том числе были задержаны участники организованных преступных формирований в других регионах Российской Федерации. Доставлялись в Якутию, где уже понесли заслуженное наказание. Если вы стали жертвой мошенников, позвоните в банк, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Незамедлительно обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть. Даяна Федорова, Джулстайн Накентьев, Якутск.